Ислам Сайдаев в авторской программе Хамзата Хациева «Диалог». После терактов 11 сентября 2001 года я по обвинению грузинских правоохранительных органов находился в грузинской тюрьме номер 5. Это тюрьма города Тбилиси. Мой арест был связан именно с терактами 11 сентября, так как поступило письмо американского посольства, что якобы я имею какие-то связи с террористической организацией Аль-Каида. Непосредственно перед моим арестом в 2001 году я посетил Саудовскую Аравию, ездил в хадж именно. И после возврата с хаджа, вероятно, произошла какая-то информация дошла, или кто-то, не знаю, слил информацию против меня. Но у меня своя версия того, что происходило, конечно. А в чем заключается ваша версия? Знаете, сразу после... Я сам по профессии журналист, и, находясь в Грузии, я работал в информационном агентстве, так называемой Чеченской Республики Ичкерия, и освещал события, которые происходили тогда вот на территории Чеченской Республики. И сразу же после 11 сентября я написал небольшую такую, можно сказать, брошюру, большую книжечку, в которой обосновал, привел факты и логически как бы объяснил, что теракты 11 сентября организованы спецслужбами США, ЦРУ. И что непосредственно задачей этих терактов было склонить общество как Америки, американское общество, также общество, мировое сообщество, скажем так, и в первую очередь Россию, на сторону американцев, готовящиеся атаки на Ирак, Афганистан, который провел, вы знаете, под руководством Буша была проведена позднее. Вот для этого нужна была какая-то идеологическая подготовка. И я написал, что вот ради проведения вот этой операции были совершены теракты 11 сентября. Написал это в своей книжке, и после этого буквально через месяц меня арестовали якобы по письму из посольства Америки в Грузии, что когда я ездил на хадж, я встречался с некоторыми представителями Аль-Каиды. Какие мысли вас посещали именно в тот момент, когда дверь вашей камеры захлопнулась? Ну, первое, то, что мне пришло в голову, это то, что произошел акт вероломства, предательства, как со стороны грузинских властей, так и со стороны, скажем, американцев, потому что все время нашего нахождения в Грузии и работы, скажем, против российского государства, информационной работы, нас патронировали, скажем так, американские спецслужбы, хотя они официально не представляли, что они спецслужбы, но это были, по крайней мере, представители некоторых организаций, они так представлялись. Ну, где-то мы понимали, где-то намеками, полунамеками, что они не просто представители организации, а занимаются определенным патронированием вот тех людей, которые непосредственно заняты в антироссийской такой пропаганде. И я хорошо понимал, что мы работаем на интересы США, которая велась против российского государства, что она ведется в интересах США. Мы это прекрасно понимали, и нам в этом помогали. И когда дверь моей камеры закрылась, я понял, что нас предали. Потому что и я хорошо понимал, на кого я работаю, и они тоже понимали, что мы хорошо понимаем, в чьих интересах мы работаем. Вы упомянули Грузию, да? Расскажите, пожалуйста, как именно вы туда попали, с чем это связано вообще? Ну, мы все знаем, что в Чеченской Республике был долгий период, да, такой попытки обретения независимости, называемый так сепаратизмом, да. Он начался с 91 годов, после развала Советского Союза. Чеченская Республика, ее лидеры тогдашние объявили путь на независимость. Но в какой-то определенный период эта идея многим нравилась, она имела какую-то юридическую, там, политическую основу. Но в дальнейшем, чем ближе шло время к противостоянию именно с федеральным центром, многие, кто чуть-чуть соображал, они стали понимать, что это как бы лозунги, да, ичкерийцев так называемых, и реальность расходится, дела расходятся с лозунгами. А уже непосредственно после окончания первой чеченской кампании, до начала второй чеченской кампании,
Для меня было совершенно очевидно, что никакой плана или какой-то программы построения независимого государства, республики и вообще у этих лидеров Ичкерии не существует. То есть вообще никакого плана не было. И в принципе, сами люди, которые тогда были в руководстве, они не способны были построить какое-либо вообще государство как таковое. Ни отдельно, ни даже в составе какого-то другого государства построить республику они были не в состоянии. У них не было ни знаний, ни образования, ни даже целей не было. То есть все их действия, они говорили о том, что они заняты какими-то узкими там своими меркантильными интересами или же там внутренними какими-то разборками, попыткой доказать, что кто-то из них прав, кто-то из них больше имеет право на власть и так далее, и так далее. Вот во время Ичкерии что вас заставило усомниться во власти? Ну, прежде всего, это то, что не было единства во власти. То есть после объявления окончания Первой чеченской кампании были назначены выборы. И казалось бы, если это было единое целое такое братство, которое хотело построить государство, как это говорилось, преподносилось, то они должны были выдвинуть своего одного лидера и все за него проголосовать. Но вместо этого каждый из командиров, там, командующих каких-то направлений, они стали претендовать на власть. То есть произошел моментальный раскол. На выборы, кроме Масхадова, выдвинулись еще Яндарбиев, Удугов, Закаев, Басаев. То есть было понятно, что это не одна команда, что они готовы ради власти просто на все. Для меня это был первый такой шок, потому что в моем представлении, когда я был молодым человеком, это было, что мы все единая команда, мы все как бы стремимся, готовы отдать свои жизни ради того, чтобы построить как бы какое-то независимое государство. А на самом деле оказалось, что многие из них хотели просто быть первыми, хотели получить власть. То есть это был первый для меня такой удар серьезный. Впоследствии ближе. Тогда я именно попал в предвыборный штаб Мавлади Удугова. Меня наши знакомые попросили поучаствовать там. И дальше я уже как бы работал, после выборов тоже работал какое-то определенное время с Мавлади. И все время, ну, исходя из своих каких-то целей, своих каких-то убеждений, я пытался принести максимальную пользу, как, скажем, той же пропаганде, там, работе телевидения, газет, просвещении людей. Там, в том же, ну, моя основная задача, я не столько, как говорил о независимость, сколько моей задачей я считал просвещение, именно исламского просвещения. Но долгое время, будучи руководителем телевидения и целого движения, у Удугова было такое телевидение, «Кавказ» называлось, он за все существование, скажем, этого телевидения ни разу ни одной проповеди какого-то религиозного деятеля так и не показал. Он все время показывал футбол, там какие-то концерты и так далее, и так далее. Да, какие-то развлекательные программы. И именно ближе к 99 году, когда произошло вторжение в Дагестан, да, он вдруг за месяц до этого стал радикально настроенных джихадистов давать им эфир, и они стали именно призывать к джихаду, вооруженной борьбе, распространению ислама и так далее, и так далее. Казалось бы, надо было сначала подготовить людей, чтобы они знали хотя бы основу ислама, а не показывать целый год футбол и развлекательные программы, а потом уже говорить о каком-то джихаде или каких-то как бы выше подниматься. А тут он сразу начал пропаганду войны вести. И я понял, что у него была определенная программа, что никакой независимости и никакой отдельного своего мнения, видения у него нету. Он четко проводил чью-то политику. Ну, были еще моменты, которые для меня стало понятно, что он как бы ему отдают указания не больше, не меньше, как окружение Бориса Абрамовича Березовского. Вот у меня в руке очень интересная книжка «Муравьиная работа» или «Развенчание чеченского Геббельса». Расскажите поподробнее об этой книжке и кто такой чеченский Геббельс. Вот как раз некоторые части того, что я хотел как бы поведать современной молодежи, я изложил вот этой книге «Развенчание чеченского Геббельса». Дело в том, что многие молодежь, наверное, не помнят этих времен. В СМИ, российским СМИ, Мавлади Удугова начали называть чеченским Геббельсом. Якобы он выиграл информационную борьбу с Россией, то есть один человек. И сравнили с его вот известным таким пропагандистом немецкой Германии. На самом деле, как раз-таки подконтрольно Березовскому СМИ, они делали пиар этому человеку, именно Мавлади, для того, чтобы его протолкнуть к власти, то, чтобы он стал президентом тогда Чеченской Республики.
именно эти люди делали пиар. Я вот в этой книге изложил, как все это начиналось, как все это происходило, какие у него были связи, непосредственно, скажем так, идеологическую такую работу, пиар, работу по выдвижению Удугова, как бы такие мировые масштабы идеолога, политика проводил Глеб Павловский. Не могли бы вы рассказать о самых таких ключевых моментах в этой книге? О чем вы пишете? Ну, многие интересуют вообще название, да, «Муравьиная работа». Дело в том, что на заре, да, зарождения большевистского движения еще в Российской империи был один очень известный такой революционный, скажем, деятель, который описывал механизм, как можно расшатывать власть. Вот его технология называлась «Муравьиная работа». То есть он описал, как можно маленькими такими, маленькими делами, скажем, вот как муравьи, они как бы вот очень много муравьев, да, они потихоньку приносят по маленькой песчинке, в итоге они способны перенести очень большой груз, перенести целую, да, гору. Скажем, тот же муравейник, они бывают очень огромные муравейники. То есть фактически это в нашем понимании в масштабах муравьев, да, или человека это огромная, это можно сказать, гора. И все это делается сообща всеми, перенося маленькие песчинки. И вот он описал, как можно вот такими маленькими такими вредоносными действиями развалить целую империю, да. Тогда это была Российская империя. И в свое время Ленин цитировал работы вот этого автора. И многие революционеры, первые революционеры восхищались его технологией. Вообще они действовали по его технологии. И самое интересное, что подобная технология, она была предпринята и американцами в плане развала Советского Союза, и последующим, вот на сегодняшний день, тоже в плане развала того же дестабилизации, или чтобы власть потеряла контроль именно в России и вообще в других странах тоже. Возвращаясь немного в прошлое, после выхода из тюрьмы, какое для себя заключение вы сделали? Какие выводы? Ну, прежде всего, я отметил, что это было для меня было шоком, да, что меня вообще сам факт того, что меня посадили в тюрьму, потому что вся моя работа, которая проводилась, она проводилось согласование с тогдашним руководством Грузии, которое также находилось под патронажем уже Соединенных Штатов. Тут никакого секрета моих действий не было. Каждый шаг был выверен, был как бы согласован с руководством. И меня обвинили в том, что я делал с ними совместно. То есть вся моя работа велась под их чутким руководством. И я понял, что меня просто хотят как бы из меня сделать козла отпущения. А вы когда-нибудь за свою жизнь пожалели о том, что проделали такой труд и написали эту работу? Нет, я никогда не жалел о том, что я это сделал, потому что фактически это для меня был момент истины, да. И он способствовал и повлиял на то, что я потом вернулся к себе на родину, вернулся к своей семье, к своим родителям. И я вообще не жалею о том, что я делаю, потому что прежде чем что-то делать, я обычно очень хорошо, очень долго думаю. И в данный момент и тогда я серьезно подумал о том, что происходило. И где-то, наверное, они мне, можно сказать, не желая этого, они мне помогли сделать выбор. Ну, наверное, Бог руководил их руками. И я понял, что они играют нечестно. То есть мы горцы, чеченцы, мы привыкли, что если мы относимся к людям хорошо, мы ждем такого же ответа. И когда мы чувствуем, что нас хотят обмануть или же над нами посмеиваются, мы можем быть очень серьезными врагами. И, знаете, в дальнейшем меня еще очень серьезно удивила позиция посольства Российской Федерации в Грузии. То есть, казалось бы, вот один из таких людей, который вел пропаганду, да, антироссийскую пропаганду, попал в заключение, и вместо того, чтобы использовать этот момент, да, против меня, даже не знаю, против моей семьи, которая тогда находилась дома, вместо этого ко мне пришел представитель Красного Креста. Это был русский человек, но он работал в Красном Кресте. И просто дал мне понять, что если им нужна будет их помощь, то они мне окажут помощь. Это не был иностранец. Я почувствовал, что это не просто было, это для меня были знамения. Каждая вещь для верующего человека, я прежде всего верующий человек, и я всегда руководствуюсь своей верой и смотрю на
то, куда хочет Бог меня привести. То есть мне, вообще по исламу это называется знамение. То есть для меня было знамение то, что ко мне пришел в тюрьму защитить мой интерес, пришел русский человек. Второе знамение для меня было, что здесь дома, скажем, моей семье, моей матери, отцу, несмотря на то, что я нахожусь как бы на противной стороне, платит пенсию, как бы пособие, это государство, против которого я как бы выступаю. Третье знамение было после моего выхода из, скажем, освобождения, уже 2 года и 7 месяцев я был под надзором, потом дело закрыли из-за недоказанности как бы преступления. Я пошел в интернет, и первым, когда я открыл интернет, чтобы написать домой письмо, я увидел ролик из Чечни, где построили мечеть «Сердце Чечни». Я хорошо помню, что эта мечеть, которая сейчас находится, да, в центре, как ее начал строить Ахмад Хаджи, еще при Ичкерии он пытался ее построить, там был заложен фундамент. И для меня это было последней каплей. Я понял то, что хотел сделать Ахмад Хаджи, это было то же самое, что хотел сделать я. То есть у нас была одна цель. Он был муфтий Чеченской республики, да, тогда. Мы были как бы мусульманами, естественно, мы уважали и руководствовались тем, что говорит наше руководство. И тогда наша общая цель была возрождение, да, ислама. И тот фундамент, который был тогда заложен, когда я увидел, что тот фундамент, который был заложен тогда в Ичкерии, на этом фундаменте возникло сердце Чечни, мечеть, я понял, что мне пора ехать домой. Что то, что добивался я, к чему я стремился, оно происходит на родине, в составе Российской Федерации. И для этого не надо сидеть там за границей, ругать кого-то, надо вернуться домой и заниматься, помогать в том, что делал Ахмад Хаджи Кадыров. А вот после вашего возвращения именно на родину, были ли у вас еще проблемы, связанные с вашим трудом? Как раз таки, когда я вернулся на родину, первая моя брошюрка за 11 сентября, она была небольшая такая, ну, наверное, где-то 30-40 страниц, да. Когда я вернулся на родину, я продолжил ту мысль, которую я задумал провести тогда, когда меня посадили в тюрьму в Грузии. То есть я задумал написать большое расследование про 11 сентября. И дома, когда вернулся, я это расследование провел, закончил и уже более такую крупную, в большом формате, более 100 страниц книжку написал. Она называется «То стоит за терактами 11 сентября». Там уже я привел больше фактов, привел свою историю, примеры своей истории, какие-то аналогии в истории тоже. И как бы завершил ту мысль, которую я тогда поднял. В том, что я был прав, меня убедило то, что меня потом со мной произошло. То, что меня посадили после буквально каких-то умозаключений, скажем так, что 11 сентября проведено спецслужбами ЦРУ, и я понял, что я попал в точку. И более того, у меня были адвокаты, и когда я что-то адвоката спросил причину, вот у тех людей, которые меня как бы патронировали, меня, других беженцев, там, спросил причину, почему вы это сделали, и вы же поступили вероломно. Мне дали ответ через адвоката, сказали, что ты начал говорить вещи, которые не стоит говорить. То есть они дали понять, что причиной моего ареста послужила эта книга. То есть эти вещи нельзя было говорить. Это была спецоперация, и разглашать, и даже наводить кого-то на мысль, что за этим терактом стоят не террористы, а государственная система безопасности. Это было тогда очень, очень опасно. И, кстати, параллельно со мной, единственный, кто на тот период высказался о том, что за теракт 11 сентября стоят спецслужбы, это был Джульетто Кьозе, итальянский известный такой журналист. Он недавно умер, он тоже очень много трудов написал об этом. Так что я был один из первых, кто выдвинул эту версию и пытался ее доказать. Я понял, что я на правильном пути, и понял, что мне с этими людьми не по пути, по крайней мере. И просто в остальном я руководствовался верой и с молитвами на Всевышнего, который указал мне путь, что надо вернуться. Просто произошел ряд событий, которые мне как бы стали для меня знамением, что указали верный путь, что нужно ехать домой, что дом, нынешняя Чеченская республика, это то, где я должен быть и где я должен вкладывать свой труд, потому что никакая работа за пределами своей родины, она не может принести пользу своему народу. Даже если ты гениальный художник,
я не знаю, композитор, какие бы у тебя гениальные мысли не были, твои мысли, твои достижения останутся за той территорией, за тем народом, где ты находишься. У нас в гостях был Ислам Сайдаев. Спасибо вам огромное за интервью, за рассказ из своей жизни. Было очень интересно послушать. Спасибо большое. Вам спасибо.